Хлубзе, Хатарского телехопшца. Добрый вечер, дорогие телезрители. Я рад вас приветствовать в студии «Диалога», в клубе «Диалог». Наша передача продолжает свой цикл. Следующую передачу мы подготовили для вас по актуальным темам сегодняшней экономики, сегодняшних новых технологий. И я рад приветствовать сегодня в нашей студии экспертов, которые представят сегодня новую интересную тему, которую мы будем обсуждать. Сегодня у нас в студии Тимур Заркуа, предприниматель, генеральный директор компании Алахара. Также сегодня помогает Тимуру Заркуа представлять его программу Александр Попов, сухумчанин, представитель IT-компании Абхаз Медиа. Также представляет эту же компанию Абхаз Медиа Хашик Батал. Сегодня мы пригласили на нашу передачу уже во второй раз Ахрубжане, депутата парламента, который также до парламентской деятельности работал в IT-технологиях, хорошо в этой проблеме разбирается, и его экспертное мнение тоже нам было интересно. Сегодня мы пригласили, и я думаю, по возможности будем приглашать на следующие передачи сухумчанина Дениса Концевого. Он экономист, работник банка. И также сегодня в нашей передаче принимает участие Ахра Арста, экономист, Президиум Академии наук Абхазии. Я думаю, сегодня, когда во дворе у нас темно, но на ночь всегда хочется поговорить о серьезном, о вечном, о насущном. И поэтому, я думаю, сегодня у нас получится диалог. И предваряя наш разговор, я бы хотел сказать о том, что за 20 лет в Абхазии, наверное, сложилось новое поколение предпринимателей среднего класса. И это новое поколение, оно самое главное в том, что оно сложилось послевоенным, с послевоенным образованием, с послевоенной психологией. И это очень интересно, потому что их взгляд на жизнь, их отношение к бизнесу, к предпринимательству – это нечто другое, нежели советская формация, да, где основной, наверное, упор делался на государственное предпринимательство, на государственный бизнес. И сейчас самая главная задача, мне кажется, вот этот сформировавшийся средний класс включить в общее экономическое пространство Абхазии, чтобы они принимали активное участие в управлении. И их опыт в управлении очень важен. Они должны быть направлены, их опыт должен быть направлен на вообще изменение всей управленческой структуры. И, естественно, не зря, что из этой среды, из управленческой среднего класса вышли эти предложения, которые мы хотим сегодня с вами обсудить. Какую роль коммуникации и модернизация играет в обществе, наверное, объяснять не приходится. Например, комиссия по коммуникации и модернизации в России, которая была создана, возглавляет президент Владимир Владимирович Путин. То есть это говорит о статусе этой комиссии. Да, и те задачи, которые стоят перед этой комиссией, это самые важные, наверное, да. Это выработка государственной политики в области модернизации и технологического развития экономики. Это координация деятельности органов власти, предпринимательства и экспертного сообщества
в определении приоритетных задач. Все это говорит о том, что сегодняшняя тема – это одна из самых, наверное, важных для модернизации нашей экономики. И я бы сегодняшнюю нашу встречу, сегодняшний наш диалог, который представляет сегодня одну сторону свои предложения, и другая сторона будет эти предложения как бы обсуждать. Я думаю, диалог будет взаимоуважительный, диалог, каждый будет слышать друг друга и услышит наше общество. И сегодняшний диалог я назову совместно, это современные технологии и системы управления. Ну, для начала я бы начал бы с того, что Тимур нам коротко, наверное, представит свою идею, потом мы ее продемонстрируем, а потом начнем обсуждать. Значит, идея как бы простая. Значит, на самом деле попробовать представить, создать инструмент. То есть идея заключалась в том, чтобы создать инструмент, который позволяет в нашей прекрасной и богатой стране как бы применить два основных подхода для счастливого будущего. То есть это образование и технологии, которые мы хотели бы, чтобы наполнили нашу жизнь. Для того, чтобы можно было говорить не только о развитии экономическом, для того, чтобы можно было основные риски, которые сегодня у нас существуют, взять под некий контроль, контроль в режиме онлайн, если есть такая необходимость, и тем самым обеспечить перспективу. То есть нет рисков, есть возможность как бы принимать более смелые шаги. В общем, наличие информации позволяет как бы объективно принимать решения во всех сферах деятельности в жизни. И, в принципе, можем посмотреть видеопрезентацию для того, чтобы дальше как бы по теме можно было вести диалог. Я бы вначале вот такой вопрос всем участникам задал, потому что, естественно, новая экономика должна базироваться на новом каком-то технологическом укладе. Да? Вот насколько я знаю, новый технологический уклад – это 6-й, да, по счету. 5-й технологический уклад – это информационный, базируется на информационных технологиях и коммуникационных технологиях. 6-й уже на био, нано и технологии. То есть не обеспечив базовый 5-й, да, информационно-коммуникационный, да, трудно переходить на новый, так сказать, технологический уровень. У меня такой вопрос. Сможем ли это догоняющая ли или опережающая технология, да? То есть мы в этом смысле догоняем кого-то или все-таки создаем какую-то, значит, такой технологический уклад, который догоняет, или мы все-таки вот самую современную создаем? Кого-то мы в любом случае догоняем, значит, а кого-то мы в любом случае обгоняем. То, что касается наших ближайших соседей, то, что касается стран СНГ, на самом деле, учитывая преимущества маленького государства, скорее всего, мы всех их обгоняем. А то, что касается таких стран, как Япония, Корея, Германия, как бы там, разумеется, мы их догоняем. Соглашусь с Тимуром в том плане, что вряд ли можно вот так вот поставить вопрос, мы догоняем или отстали. Любая страна, любая территория имеет свою специфику. Наша специфика, на мой взгляд, заключается в том, что в силу разных причин, наших размеров, демографии, какого-то интеллектуального потенциала, а главное, практически полного отсутствия инфраструктуры, которую надо замещать чем-то другим, позволяет, я уже говорил,
один раз на презентации, повторюсь, что позволяет нам сделать все с чистого листа, или почти с чистого листа, на очень современном уровне. В этом плане нам, конечно, попроще, чем, скажем, даже нашим соседям, любым соседям. Потому что это большие страны, это уже устоявшаяся инфраструктура, это в том числе и кадровый потенциал, и технически все это переделывать, перестраивать, учитывая масштабы, это очень тяжело, очень дорого, будет встречать колоссальное сопротивление. Здесь же все можно сделать достаточно быстро и достаточно эффективно. Мы должны не догонять, по-моему, а соответствовать стандартам, вот общемировым, общецивилизационным стандартам, в том числе и вот в системах управления. И, конечно, эти системы управления должны базироваться, опираться на, в том числе и IT-технологиях. Потому что сегодня очень важно, как это называется, бизнес на кончиках пальцев. Очень важна скорость принятия решений, компетентность и открытость. В таком случае ваша система будет интересна, привлекательна, что бы то ни было, предприятие, корпорация или государство. В таком случае вы открыты, понятны, доступны, и с вами будут разговаривать совершенно на другом языке, на одном языке. Если этого не сделать, если, скажем, выстраивать любые системы, мы, наверное, будем говорить там экономика и так далее, на каких-то старых моделях, ну, это то же самое, что вы будете говорить на каком-то другом языке. Вас не будут понимать. Да. И так далее, и так далее. Да, вот. То есть мы фактически создаем, наше предложение заключается в том, чтобы создать новую вообще формацию экономическую, так? Новое видение, да? Ну, давайте посмотрим. Я думаю, что будет интересно нашим телезрителям понять, к чему это. В первую очередь цель. Сегодня в нашем государстве скопилось очень много проблем. И если мы хотим осуществить тот же экономический рывок, который значительно поднимет уровень жизни нашего государства, уровень безопасности в разы нашего государства, мы без этих технологий об этом говорить не сможем. Это как раз то, о чем говорил ты, Ливан, о 5-м уровне. Если мы хотим совершить этот рывок, конечно, об этом надо говорить, об этих технологиях. Тем более, что уровень телекоммуникаций в Абхазии, благодаря нашим сотовым операторам, позволяет нам уже сейчас эти технологии внедрять. Внедрим, значит, тогда мы уже можем говорить о том, что будет расти экономика, о том, что будут расти зарплаты, будут расти пенсии. Понятно, цель, если мы сформулируем цель, для чего это? В любом случае общество наше абхазское консервативно. Если мы не сформулируем цель, мы тогда столкнемся с сомнениями. Это дискуссионная тема. Поэтому я считаю, мое мнение, конечно же, это надо, эти технологии современные, информационные внедрять, и здесь сомнений быть не может. На данный момент у нас есть возможность учесть ошибки и какие-то заблуждения лидирующих стран, которые на данный момент являются первыми в мире, но которые на своем историческом этапе внедрения столкнулись с какими-то сложностями, трудностями. У нас есть возможность учесть их ошибки и просто обойти те сложные моменты, с которыми они столкнулись. То есть мы можем догнать их, в каких-то моментах перегнать, сделать это более быстро, более успешно и менее затратно. Справедливое распределение ресурсов, высокий уровень образования и инновационные технологии – неотъемлемые атрибуты современного цивилизованного государства. Абхазия – удивительная и самобытная страна с огромным потенциалом к развитию. То, насколько полно будет реализован этот потенциал, зависит от каждого гражданина.
Инвестиционные возможности Абхазии исчисляются миллиардами долларов при населении всего в 250 тысяч человек. Однако в нынешних условиях реализовать имеющийся потенциал невозможно. Демографическая ситуация. Датируемый бюджет на 75%. Высокая безработица. Отсутствие системных государственных гарантий прав частной собственности. Неэффективная экономическая модель государства. Предрасположенность нынешней системы управления к автократии, планомерному росту преступности и коррупции. Чрезмерная забюрократизированность. Отсутствие прозрачности процедур и понятных правил ведения бизнеса. Обособленность интересов граждан и незаинтересованность во взаимном развитии. Отсутствие единого центра обработки данных, различных экспертных центров, площадок, способных на базе объективного анализа дать свои рекомендации или план действий на ближайшую или долгосрочную перспективу. Предлагаемые ниже инициативы способны изменить текущую ситуацию и увеличить доходную часть бюджета. Так, например, заработная плата у сотрудников всех министерств и ведомств увеличится в 5-7 раз, а зарплата чиновников высокого ранга составит минимум 150-200 тысяч рублей. Для достижения заявленных показателей необходимо модернизировать принципы государственного управления, внедрив туда имеющийся передовой опыт и те разработки, которые уже доказали свою эффективность. В ходе подготовительной работы был изучен опыт России, Кореи, Эстонии, Беларуси, Люксембурга и Германии. Предлагаемый вариант решения проработан с участием представителей Национального информационного агентства Южной Кореи. Южная Корея является страной с наиболее эффективной системой электронного правительства. Технические консультации осуществлялись специалистами компании AirStyle, которая входит в число ведущих мировых системных интеграторов, и специалистами Южной Кореи. И если путь в 1000 миль начинается с первого шага, то строительство Новой Абхазии начинается со сбора и структурирования информации, необходимой для создания эффективного государственного управления. Ключевой элемент информационной системы – электронный паспорт гражданина Абхазии. С его помощью формируется актуальная база данных о гражданах, мигрантах и лицах с видом на жительство в Абхазии. Введение такого идентификационного документа позволит решить несколько важных задач. Систематизировать информацию о количестве граждан Республики Абхазия, находящихся на территории страны и за ее пределами. Получить точные данные о гражданах, имеющих вид на жительство в Абхазии. Владеть актуальной информацией о количестве людей, въехавших и находящихся на территории страны с деловой или туристической целью. Формирование актуальной и достоверной базы данных о гражданах, мигрантах и туристах – важнейшее условие эффективного государственного управления. Без внедрения электронного паспорта невозможно функционирование прочих систем в рамках ЕИС «Новая Абхазия». Внедрение ID-паспортов – важнейший шаг для обеспечения миграционной и демографической безопасности государства. Миграционная служба позволяет определить проблемные зоны в этих сферах, их качественное и количественное состояние. Посредством ID-паспортов можно регулировать миграционную политику. Это позволит привлекать в страну высококвалифицированных специалистов по отраслям. Их опыт и знания будут способствовать быстрому росту экономики. Очевидно, что даже при нынешнем уровне деловой активности намечается дефицит трудоспособных граждан. Предположительно, уровень трудовой миграции составит не менее 50 тысяч человек. Республиканская система мониторинга с использованием современных аппаратных и программных средств обеспечит видеоконтроль за отдельными территориями и маршрутами. Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый эффективный и недорогой способ обеспечения безопасности. С ростом квалификации и оптимизацией штата министерства средняя заработная плата личного состава также повысится. Маркировка грузов, их отслеживание и учет позволит автоматизировать работу таможенной службы. Таким образом, решается вопрос эффективного взимания таможенных пошлин. Этот процесс становится разбюрократизированным, понятным, прозрачным и, главное, справедливым. Все вместе это позволит не только систематизировать учет грузопотоков через государственную границу, но и обеспечит повышение заработных плат сотрудников республиканской таможни. Форма закрепления прав частной собственности, созданная несколько веков назад, в современном мире потеряла свою актуальность. Единственный инструмент, признанный мировым сообществом, это системные гарантии, закрепленные в информационных системах государства, а не гарантии нескольких чиновников. ЕИС позволит закрепить права на земли, недвижимость и прочие активы на века.
а также использовать эти данные для контроля за переходом имущественных прав и расчета налоговой нагрузки. Налоговая реформа – это наиболее эффективный метод исполнения заявленных темпов роста бюджета и обеспечения социальной справедливости. База данных для налоговой службы – ключевой элемент информационной системы. В ней собираются, а затем обрабатываются данные о налогоплательщиках. Необходимо увеличение оборота с нынешних 30 до 100 миллиардов рублей. Структура поступления в бюджет формируется следующим образом. Налог с оборота, налог с мигрантов, налог с инвестиций в строительство объектов, налог на землю и имущество, переоцененное после приватизации, акцизы. Выход экономики из тени позволит увеличить кредитный портфель банков от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей в год за счет взимания банковской комиссии. Механизмы вывода экономики из теневой зоны следующие. Минимизировать налоги, упростить налоговый учет для малого и среднего бизнеса путем перехода расчета налогооблагаемой базы с оборота без учета структуры затрат. Технологическое переоснащение. Реализация программы на первом этапе занимает 9 месяцев и предусматривает внедрение базовых элементов системы. На втором этапе внедряются все остальные модули системы. Реализация проекта предполагает создание 2-3 тысяч дополнительных рабочих мест. На первом этапе программы подготовки кадров осуществляются следующие мероприятия. Выбор, тестирование и обучение 500 человек для ИИС «Новая Абхазия», 150 человек для работы в аэропорту и столько же для Черноморэнерго. Первый этап программы технического оснащения подразумевает создание технической и программной базы, требуемой для бесперебойного функционирования как базовых элементов, так и для элементов, реализуемых на втором этапе. Это поступательное движение по внедрению самых современных технологий и образовательных программ создаст предпосылки для строительства идеальной рыночной экономики. Как следствие, это обеспечит рост благосостояния страны в целом и каждого гражданина в частности. Для реализации программы «Новая Абхазия» будет создана рабочая группа, в которую войдут представители правительства, парламента, судебной власти, деловых кругов и привлеченный кадровый потенциал. Таким образом, элементы информационной системы будут поэтапно интегрироваться в существующую модель государственного управления. А значит, внедрение системы «Новая Абхазия» станет естественным эволюционным процессом без каких-либо социальных потрясений. Создав современные рычаги управления, государство получит возможность осуществления целевых программ и проектов. Реализация проекта «Новая Абхазия» – это формирование прочного фундамента для успешного развития Абхазии на долгие годы вперед. Я думаю, наша задача сегодня заключается еще в том, чтобы те слои нашего общества, да, которые находятся в реальной сегодня экономике, да, поняли, какие преференции и блага несет эта программа, этот проект, да, для себя. Я думаю, все мы очень быстро освоили очень быстро осваиваем новые технологии, что касается мобильной связи, да, пользуемся все социальными сетями. Наверное, таких социологических исследований не было еще, но мне кажется, телефонизация, мобилизация Абхазии произошла полностью, да. Да, то есть сегодня глобализация, наверное, от самого там села, да, где сегодня пользуются продуктами современных технологий. То есть мы должны, наверное, все-таки для себя определить эти задачи, да, что будет, как будут пользоваться этой программой обычные предприниматели, то есть те люди, которые принимают решения и от которых зависит. Можно сказать, что общество освоило эти новые технологии, мы разговариваем по мобильным, мы не представляем себя там без социальных сетей, без компьютеров, планшетов, это все пошло в нашу жизнь. Если посмотрим на людей в кафе, они вот разговаривают, потом они переключаются, смотрят свой телефон, там с кем-то уже с другим разговаривают и так далее. Да, в этом плане технологии, конечно, вошли в нашу жизнь там, на разных уровнях, в том числе и на бытовом. Но на уровне управления, я хочу сказать, что практически нет
Вот на уровне управления технологии в нашу жизнь не вошли, мы находимся на каком-то на самом-самом доисторическом уровне. Вот уровень обмена информацией, принятия решений, анализа, это, то есть здесь технология никак не используется. Вот это тот колоссальный ресурс и тот колоссальный инструментарий, о котором говорил вот Тимур в своей презентации. Если этого вот не взять вот так, не поднять и не опустить на нашу экономику, на наше управление, она останется вот такой же неповоротливой, очень коррумпированной и неэффективной. Вот передаю слово молодежи, пожалуйста, в этом плане продолжите. У нас технологии в жизни есть, но в управленческой сфере, в сфере контроля и анализа, принятия решений их нет. Это надо сделать. Конечная цель, наверное, у любого государства извлечь максимальную выгоду для своих граждан и при этом как бы не рискнуть их свободой, их перспективами, их будущим. Прежде всего, находясь в тяжелом как бы финансовом положении государства, как бы оно должно рассматривать вопрос создания как бы собственного бюджета, то есть недотируемого бюджета. Тут возникает следующая как бы ситуация. Это дополнительный приток людей, это дополнительный приток инвестиций. Мы находимся в рублевой зоне, как бы, и у нас есть инструмент для эксплуатации этой зоны, да, собственная юрисдикция. Но обеспечить, аналитическими данными, как бы в режиме изменения, как бы на сегодняшний день не представляется возможным. В качестве отчетных позиций, да, это как бы все существует. В качестве информации, которую можно использовать в стратегии, допустим, развития и наблюдать, что как меняется, как бы тут существуют риски именно по части того, что мы маленькие. То есть у нас мало людей, мы можем не заметить, как вдруг нас станет на 100 тысяч больше, допустим. А потом как бы применять эти вещи как бы сложно. И следующий такой же как бы связанный вот с населением, и это как бы инвестиционный риск, да, от того, что мы не настолько как бы опытны в организации бизнеса, основная масса людей. То есть не было возможности на самом деле во времени, какие-то 5-7 лет мы этим занимались, да, бизнесом, потом как бы особо и то учились, как это на самом деле происходит, как это устроено не только у нас. Тут есть как бы еще и инвестиционный риск. То есть мы можем также не заметить, как серьезный кусок как бы страны окажется официально или как бы там на сотню лет. Я так понял, значит, одна сторона этой программы заключается в том, снятие рисков. Да, снятие рисков. Для того, государство может через эту информационную систему контролировать население, инвестиции, товары, вообще общую ситуацию в стране может контролировать. Прозрачность. Она может обеспечить общую ситуацию в стране и как бы сказать, этот риск контролируемый, его не существует, вполне аргументированно. Этот риск на сегодняшний день является как бы наиболее как бы, да, серьезным. Да. Как я вижу, в чем преимущество подобной технологичной системы, это позволит наладить, во-первых, диалог между правительством, государством и населением. То есть в мире сейчас очень популярна тема так называемого краудсорсинга, когда к решению каких-то глобальных сложных задач привлекаются широкие массы людей, в том числе профессионально незанятых в какой-то из этих сфер, но каждый человек имеет какой-то потенциал, идеи. Эти все идеи можно посредством вот этих современных технологий собирать, консолидировать. Естественно, их как-то надо модерировать, чтобы кто-то профессиональную оценку мог дать, но при этом все эти идеи могли бы учитываться, и правительство может знать о тех проблемах, которые волнуют. А в какой форме? Вот в какой форме вот этот краудсорсинг может происходить? Я могу сказать, как это происходит, например, в больших крупных компаниях международных. Да? Существует IT-технологии, которые обеспечивают коммуникацию. Это может быть какой-то форум,
или специальное приложение там, для современных мобильных телефонов, айфонов и так далее, где, или, например, как в России сейчас работает электронное правительство на уровне регионов. Есть какая-то задача, которую хочет решить правительство, какая-то инициатива. Вот каким способом ее решить или там, собрать идеи, да, с населения. Есть у каждого гражданина какой-то профиль в этой системе, в котором он может принимать участие в голосованиях, может просто написать то, что он думает, отправить, чтобы это кто-то прочитал, где-то учел. А вот как наладить обратную связь? То есть мы, вот, социальные сети где-то в этом смысле напоминают то, что, о чем вы говорите, но вот как обратная связь, да, вот нововведение, да, наш министр новой МВД Рауль Лоло, он вот имеет свою страничку в Фейсбуке и оперативно вот отвечает на все вопросы, которые ставят перед ним. И, кстати, неоднозначно, кстати, некоторые относятся к этому, некоторые говорят, вот статус министра не позволяет, он не должен, так сказать, реагировать на такие вопросы. Я, например, считаю, что это очень правильно, то есть, что на прямой связи, то есть обратная реакция, мне кажется, очень импонирует это, потому что это на самом деле живой диалог, на самом деле обращение к нуждам. То есть вот в такой форме. Для того, чтобы телезритель быстро понял нас, мы сегодня можем зайти посредством компьютера и снять информацию в любой стране. В Германии, в Беларуси, в России. Вот нам, допустим, интересно численный состав полиции Германии. Или вот нам интересно там какие-то проекты, площадки. Мы в Германии это найдем. Вот я предлагаю посмотреть на Абхазию со стороны. И мы можем посмотреть бюджет США. Вот здесь прямо вот сейчас попросим парня молодого. Любые расходы, значит, население, статистика, то есть открытая, прозрачная сторона. А теперь, значит, когда мы захотим что-то узнать об Абхазии, этого нет ничего. И невозможно строить или планировать в стране, если у тебя нет информации. Вот у меня такой вопрос. Я вот, когда ты привел в пример Германию, там, значит, один мой знакомый рассказывал такую ситуацию, когда он решил открыть новый бизнес, и он обратился в мэрию, где существует отдел информации и торговли. И он попросил такую информацию, что я хочу открыть там кафе вот в этом районе. Этот департамент ему сразу ответил: население этого района, количество точек, количество там мест и так далее. То есть это, и они ему не рекомендовали открыть в этом районе кафе, а рекомендовали открыть в другом районе и так далее. То есть или там магазин, или там общепит, не имеет значения, предприятие, там производители и так далее. Сможет ли ваша система помочь вот предпринимателям дать эту информацию? Вот. Само собой, имея данные, да, там возможно легко ориентироваться в ситуации. Сегодня вот если, допустим, поставить вопрос вот по поводу туризма, например, нужно ли нам строить дополнительно объекты, какой поток туристов у нас сегодня, с каких регионов они к нам заезжают, где нужно именно продвигать рекламу, в каких регионах России. Не зная этих данных, планировать в любой сфере тяжело. То есть, имея более точные данные, можно принимать решения.
То есть эта система поможет и так, как и государству, так же и предпринимателям, тому среднему слою, который сегодня самый активный, самый предприимчивый, который обладает какими-то инвестициями, которые бы он хотел бы расширять свой бизнес. Может ли эта система помочь инвесторам? Я имею в виду нашей диаспоре, которая желала бы открыть здесь какие-то предприятия, имела бы какой-то инвестиционный потенциал, я имею в виду наша диаспора и в Москве, и в Турции, которые готовы сегодня инвестировать в Абхазию. Поможет ли им эта система? Возможности данной системы, они позволяют предоставлять информацию в любом разрезе с той необходимой точностью и там, разбивкой по секторам, насколько это будет необходимо либо представителям бизнеса, либо общественности, депутатам, любым заинтересованным участникам нашего общего рынка, нашей общей с вами жизни. Более того, система позволит не просто давать, скажем так, одностороннюю связь в сторону государства и обратная связь от государства. Она позволит интерактивно взаимодействовать всем участникам, позволит в реальном времени обсуждать, планировать какие-то проекты, глобальные вещи, и каждый житель может принять участие в обсуждении, высказать свое мнение, проголосовать за тот или иной проект. Все эти возможности, они настраиваются довольно легко и позволяют придавать системе максимальную гибкость. Я абсолютно согласен, это именно так. А вот то, что касается Ахманова вопроса, да, вот в Германии прозрачно, у нас не очень прозрачно. Да, хотелось бы прежде всего понимать следующую составляющую. То есть те нормы прозрачности, которые есть в Германии, нам они могут быть просто некомфортабельными в силу некого свободного такого духа. Но в нашем случае очень легко получается создать ту систему учета, чтобы не было смысла что-то прятать в тени. То есть лишить, сделать перспективным, быть прозрачным, то есть можно. И вот исходя из таких, когда возникает возможность или желание оставаться прозрачным, да, действовать открыто. Основная составляющая часть, которая кроме личных каких-то моментов люди хотят скрыть, это, наверное, материальная составляющая. Это уйти от налогов, ты имеешь в виду? Я не говорю уйти от налогов, но в момент подъема, многие страны налоговые каникулы применяли, но в нашем случае бессмысленно делать налоговые каникулы, потому что у нас на 30-40% максимум свой бюджет. Но упрощение, то есть налоговую систему нужно сделать такой всеми одабриваемой, признаваемой, и популярной. То есть если посмотреть, при каких обстоятельствах она может быть популярной, то есть про налоговую систему так не принято вообще говорить, но при каких обстоятельствах налоговая система? Я думаю, при самом главном, самое главное при патриотизме, когда в государстве это, разумеется, есть чувство патриотизма, что наши налоги помогают создавать это государство, охранять и так далее. И то есть правильное использование бюджетных средств, это, наверное... Это прозрачность расходования денежных средств. Тогда доверие к этой налоговой системе, наверное, резко поднимается. Да. И вот тут основной момент, который, в принципе, и рассчитывался, и по минимуму, для того, чтобы можно было говорить о какой-то гипотетике, да, по части наличия собственного бюджета, о каких-то расчетных цифрах, тут получилась такая картина, что в принципе контролировать дело не в размерах даже налогов. Мы можем говорить, что вы знаете, у нас все эти налоги, что в России есть, но они у нас размером все поменьше, и у нас очень привлекательная налоговая система. Неправда это. На самом деле сложность налоговой системы в нашем случае заключается в том, что у нас 10 основных видов деятельности. Да, торговля, услуги, туризм, промышленность.
еще какие-то специфические, может быть, вещи. Ну, с оборотом, скажем, там, до 20-30 миллионов рублей, если даже максимально брать перспективу развития среднего как бы, бизнеса, получается, что им удобно будет всем при таком количестве людей контролировать одну позицию – оборот. То есть не нужно ничего придумывать как бы, для того, чтобы... Я думаю, что мы говорим сейчас о прозрачности. Налоговая тема, она очень большая, спорная. Я думаю, здесь прозрачности, это я сейчас к вам перейду, я хотел бы просто определить, все-таки, наверное, когда мы говорим о прозрачности, мы должны еще понимать, что за каждым предпринимателем все-таки идет социальная нагрузка вне налогов, да, потому что очень много родственников, там, которым надо помогать, которым, значит, и так далее. То есть вся эта нагрузка, которая не учитана, так сказать, налоговым, она все-таки отражается сегодня на той социальной системе, которая у нас сформировалась. В связи с этим у меня вот такой вопрос. Как вам кажется, вот все-таки сможем ли мы, да, настолько сделать эту систему прозрачной, настолько эффективной, для того, чтобы все-таки доверие людей было к этому, да, было доверие людей. Самое главное, с чего, наверное, начинается. Я все-таки хотел бы разделить вопрос прозрачности. Дело в том, что мы говорим о бизнесе или мы говорим о простых людях. Допустим, смогут ли они вот через компьютер паспорт заказать, поменять или записаться в больницу на прием, или справку получить. Преимущество вот этого и вопросы экономики, конечно. И единственное, я хотел бы все-таки услышать мнение, здесь присутствует Ахрабжани, депутат парламента. Для того, чтобы это внедрять, нам надо узаконить электронный документооборот. Раз, нам надо узаконить электронную идентификацию. Два, то есть нам надо узаконить электронную подпись. Три, готов ли наш парламент к этому? И без этого говорить об этом нет смысла. Конечно, такие масштабные вот реформы, преобразования, вот в частности в экономике, системах управления, не могут обходиться без юридического сопровождения. Понимаете? Раз мы меняем что-то в наших взаимоотношениях, там, в системах управления, соответственно, мы должны каким-то образом готовить и законодательную базу. Конечно, закон о электронном документообороте и как часть его электронной подписи и так далее, и так далее. Вот просто я могу на примере вам привести. Скажем, есть некоторый реестр или регистр, в который должны быть занесены, например, все активы. Да? То есть те активы, к которым может получить доступ, там, предположим, инвестор. Да? Значит, в нашем законодательстве должно быть записано, что инвестор может получить доступ только к тем активам, которые официально находятся в таком-то реестре. Но чтобы попасть в этот реестр, они должны пройти определенную процедуру. Оценки, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы на основании некоторого юридического акта, закона, можете сформировать какой-то актив, поместить его вот в это электронное хранилище, в электронную систему, который уже прозрачно, объективно, на основании тендера или других процедур получит доступ. Граждане, это может быть инвестор, если речь идет, скажем, о гостинице, предположим, да, или это может быть простой гражданин, если речь идет там, о каком-то платеже, например, где-нибудь, да. То есть, естественно, такая система, она требует обеспечения, как математического, там, технического, да, так и юридического обеспечения. Но все это, и это фундамент, база для того, чтобы сама система работала. Я думаю, в чем преимущество этой системы, еще одно, наверное, мы должны об этом сказать, это все-таки антикоррупционная, наверное, составляющая, потому что очень много жалоб граждан в том, что при оформлениях, при, так сказать, оценке, при каких-то этих делах население очень много тратит деньги на все эти вещи, да. И, конечно, антикоррупционная составляющая, я думаю, преимущество большое
и, конечно, комфорт граждан и так далее. Но вот здесь у меня такой вопрос, я думаю, который очень важен. Ведь, наверное, это не секрет, что все люди любят какое-то поощрение, да? Но вот если у нас гражданин честно платит налоги, об этом знает только он и, так сказать, его родня, и налоговая инспекция. Сможет ли во многих странах существует такая система, которая чем больше, значит, предприниматель платит налогов, тем больше условий или каких-то, значит, преференций государство ему создает? Или она их возвращает для того, чтобы он их инвестировал в новые предприятия и так далее? Вот такой вопрос у меня, Денис, к тебе. Если мы рассуждаем в терминах какого-то идеального мира, в котором эта система уже внедрена и эффективно работает, государственный бюджет может расходоваться, или там часть его какая-то, да, налогоплательщики, которые платят честно свои налоги, они должны иметь возможность влиять на то, как они тратятся. Если люди хотят строить дороги, значит будут строиться дороги. Если люди хотят тратить деньги на вооружение, значит больше будет на армию. И, конечно, это механизм очень такой полезный, эффективный, когда человек точно будет понимать, что он заплатил налоги, и у него есть четкое понимание, на что они потратятся, и он может влиять на это. Это, конечно, будет стимулировать людей их платить. Потому что, мне кажется, никто не против того, чтобы платить налоги, просто люди хотят, чтобы они шли по назначению и эффективно использовались эти средства. Для того, чтобы была система поощрения по налогам, нам опять же нужно узаконить идентификационный номер. Потому что у нас по подоходному налогу платится валом. Как та же налоговая предоставит какую-то преференцию или поощрение или физлицу, или юрлицу? Ну ладно, по юрлицам у нас контроль лучше, но по физлицу без электронной идентификации личности контроль невозможен осуществить раз, а там же по тем же... То есть это будет дифференциация, да? Ну, я вижу вот эту схему. Я скажу, что я в такой стране жил, где это работает. Я плачу подоходный, я могу работать в 2-3 фирмах или по заказу. Налог заплатился, налоговая знает, социальная служба знает, МВД знает, потому что доступ, единый центр у них. Если я иду в больницу, выдается такая карточка с номером электронная, я имел такую. И если я пришел в больницу, они знают, что я плачу налоги, они меня будут лечить. Или я пошел то есть государство видит меня, и я вижу государство. То есть, Тимур, и еще раз я хотел бы конкретизировать этот вопрос. Значит, эта система поможет выявлять все-таки добропорядочных плательщиков и создавать им какие-то новые условия, да? Ну, прежде всего согласен со всем, что сказали. Но в наших условиях, мне кажется, главным, наверное, преимуществом будет являться то, что наличие возможностей для кредитования у тех людей, которые показывают свой оборот, при наличии такой системы, то есть открывается гораздо шире, нежели у тех, которые не показывают свой оборот. Это новую тему ты сейчас затрагиваешь? Я не затрагиваю новую тему, я говорю, это прямая преференция, которая дает гарантию гражданину на то, что он действует, в смысле он работает, и результаты его деятельности есть, и, соответственно, определенного рода риски, кредитуя его, банки уже могут рассматривать. То есть по этой системе банки будут видеть, насколько оборот у компании и насколько доверие к этому клиенту возрастает. И, здесь, наверное, все-таки... Я нахожусь у вас в банке, пример просто приведу. Я нахожусь у вас в банке, у меня расчетный счет, вы знаете мой оборот. Мне нужны кредитные ресурсы, без вопросов в том количестве, в котором я осиливаю их по части возвратов согласно тем оборотам, которые у меня существуют за какой-то известный период.
Вот как бы банкиру гораздо легче принимать решения, нежели ему когда непонятно. Для этого надо сперва перевести все вот эти наши расчеты, транзакции из наличного оборота в безналичного и привязать вот к той системе, о которой вы говорите. Да, но то, что касается помимо платежной системы, тут наличный денежный оборот никто не отменяет, но существуют ПОСы, которые как бы напрямую связаны со счетами как бы банков. И как бы, то есть разницы никакой нету. В таком случае все ваши налоговые платежи физических и юридических лиц проходят через открытую процедуру электронную. И, естественно, вот это и называется вывод из тени всех этих денег. Это и оттуда идут, естественно, налоговые платежи и так далее, и так далее, и так далее. Если этого не сделать, если какая-то часть средств все равно будет оставаться вот таких вот в виде наличных денег, там, заработных плат, премиальных и так далее, я думаю, что мы не сможем вот этот серый вал денег вынести из такого вот полутеневого оборота. Я хотел бы, чтобы мы чуть поговорили про ID-паспорта. Возможно ли совместить этот проект с новыми паспортами, которые мы должны получить с нового 2015 года? Наверное, к тебе вопрос. Я участвую в этой комиссии. Уже разработан макет нового общегражданского паспорта и, соответственно, макет удостоверения вида на жительство. В полиграфическом смысле это современные документы, у них есть определенная степень защиты там, и так далее, и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что мы пока не прорабатывали вопрос электронной идентификации. То есть в этих документах такая система не учтена. Я затрудняюсь прямо сейчас сказать какой-то рецепт, какой-то вариант. Возможно, мы можем пойти по следующему пути. Так как мы документы должны ввести с 1 января 2015 года, и фактически у нас работа по созданию документов завершена, есть договоры с компаниями российскими, которые это будут все производить, мы могли бы, я думаю, сделать следующее. Возможно, создать второй электронный ID, как второй паспорт, какой-то переходный этап. Предположим, или даже не переходный этап, а сделать это некоторым стандартом. Я думаю, что я не изучал специальный вопрос, но мне кажется, в некоторых странах такое есть, я что-то слышал. Обычный бумажный паспорт ваш, да, и одновременно абсолютный дубликат, но в электронной форме. Да. Я думаю, что тут нет никаких противоречий, ничего не мешает. Мы можем подготовить соответствующую нормативную базу для этого. В таком случае мы вторым этапом сразу можем перевести вот это учет наших граждан и идентификацию личности на совершенно другой уровень и привязав его к ID-технологиям в плане кадастра юридических и физических лиц, в плане учета каких-то там зарплат, бюджетных поступлений, прочего. Технически сделать это не очень сложно. На прошлой презентации Алхас Аргун говорил, что есть несколько компаний в мире, которые занимаются такими системами, то есть системами внедрения, имплементации этих управленческих моделей. Это SAP, немецкая компания, Microsoft и Oracle, оба американские. Я, честно говоря, не поддерживаю эту идею, что надо создавать какой-то новый велосипед здесь абхазский. Надо приобретать лицензии, адаптировать их. Это всегда учтено под наши потребности и внедрять уже на разных уровнях правительства, в учет граждан, в электронный документооборот. Да. Значит, у меня еще два вопроса. Насколько эта система поможет нам по созданию кадастра, земельного кадастра, я сформулирую, да, земельного кадастра и учета собственности, недвижимости, то есть, я сейчас мало времени остается, я буду
Коротко я прошу отвечать. Ну, в любом случае, кадастры, электронная идентификация, это как бы люди. Кадастр земли, кадастр недвижимости, кадастр юридических и физических лиц, единый регистратор, это минимум, как бы, который должен, то есть базовый элемент информационной системы. То есть это самый первый этап, при котором сбор данных, вот сейчас по паспортам ведется работа, на самом деле предусматривался сбор данных именно из, как бы, то есть речь идет об абсолютной переписи населения, прохождении всей территории Абхазии определенным количеством людей, которые отмечают как бы, в электронных кадастрах, в интерактивных базах данных, взаимосвязанных между собой, закрепленные за теми или иными организациями, людьми и кадастры, и как бы имущество, что позволяет со временем формировать и оценочные механизмы, и категории ликвидности определять, и территориальную как бы принадлежность, и по большому счету сделать как бы главное, то есть все, что за кем-то закреплено на сегодняшний день, но должным образом не оформлено, или просто вообще не оформлено, то есть весь послевоенный, вот 20-летний передел, легализовать его весь. То есть эти кадастры, как бы, да, разумеется, вот 5 позиций основных: кадастра юридических, физических лиц, единый регистратор, разумеется, недвижимости земли и идентификационный документ. То есть вот мы фактически получаем такую информацию, которая дает нам возможность понять, какие у нас земли есть, какие находятся в сельхозобороте, которые находятся в собственности. Что касается земельного кадастра, да, безусловно. Чтобы вы могли планировать что-то, да, вы должны знать, что у вас есть, чем вы располагаете, иметь точную оценку, и исходя из этого вы планируете свою деятельность там, в среднесрочную, долгосрочную перспективу. Что касается граждан, вот, идентификационных документов, в первую очередь вы контролируете свои трудовые ресурсы, свой производственный и интеллектуальный потенциал. Когда вы знаете, кто у вас есть, естественно, вы можете планировать и развитие своего государства, каких-то больших государственных проектов. Более того, вы можете четко и ясно планировать и образовательные процессы. То есть, кто вам нужен, кого вам не хватает. Может быть, вам есть смысл сегодня отправить 20 человек на обучение, там, я не знаю, медицину или IT и так далее. Когда у вас есть эти документы, вы четко, ясно планируете развитие своего государства. Если этого нет, вы как с закрытыми глазами. Честно говоря, я даже не представляю, как можно заниматься управлением, не обладая такой информацией. О рывке говорить нет смысла. А мы говорим, если мы хотим резко поднять уровень жизни, речь идет о зарплатах, речь идет о пенсиях, речь идет о расходах на оборону, на репатриацию. Это все требует рывка. А рывок может дать только вот такая информационная технология. Любая база данных, это вот может так звучить, на самом деле это просто. Это вот такие колонки, в которых записаны отдельные параметры. Номер, фамилия, имя, отчество. Дальше могут быть разные. Дата рождения, ваш профессиональный статус, возможно, какие-то ваши заболевания там, и так далее, и так далее, и так далее. Все это находится в единой базе данных, в едином реестре, к которому имеют доступ в меру, значит, вот своего уровня разные структуры. Если это ваша поликлиника или какой-то профилакторий, значит, они, ежедневно просматривая реестр, они знают, что да, вот в этот день там Жаня Ахраевич или там кто бы ни был, должен пройти вот такую диспансеризацию. Все очень просто. Сейчас я бы перешел бы, наверное, к завершению уже, да, и задал бы такой вот, мне кажется, такой вопрос, который будет волновать наших телезрителей. Не ведет ли это к тотальному контролю над деятельностью человека? Захочет ли человек, чтобы столько информации о нем знали другие люди и так далее? Как быть, я бы как бы сформулировал этот вопрос: частная жизнь и информационное управление. Это философский вопрос. Это философский вопрос. Да. На самом деле, как бы, да, о чем речь идет? Речь не идет о том, чтобы ту информацию, которую сегодня люди
как бы предоставляют куда-то, даже ею владеть. Речь идет об основных как бы опорных позициях, которые необходимо знать для того, чтобы определять контроль за рисками и как бы открывать перспективы. Это философский вопрос, это вопрос выбора. Вот, например, у меня есть карта там, Банка Москвы, допустим, да, я знаю, что этот банк и соответствующие серверные службы имеют информацию обо мне, да, и, наверное, не могли бы воспользоваться этим в каких-то обстоятельствах злонамеренно. Но те привилегии, преимущества, удобства и комфорт, которые я получаю при пользовании этой системы, на мой взгляд, значительно перевешивают. И я делаю этот выбор. То же самое можно продлить в область биологии и физиологии, понимаете, да. Окружающая среда, она небезопасна. Мы, конечно, можем закрыться где-нибудь, как один герой одного романа под куполом и не выходить. Но что лучше? Вот мы тоже делаем выбор выйти в эту агрессивную среду, но за это мы получаем какие-то другие привилегии. И так далее, и так далее. В современном мире выбор между небольшой информацией, которую вы предоставляете, и тем сервисом, комфортом, заботой и безопасностью, которую предоставляет вам в ответ, несопоставим. Это даже не вопрос каких-то государственных обсуждений. Это вопрос политической воли, это надо делать. А так любой человек просто может сказать: вы знаете, я не играю в ваши игры, я отказываюсь от пластиковой карты, я вот хочу вести натуральное хозяйство и так далее, и так далее. База данных, которая будет собираться скрупулезно по всей территории республики, она будет храниться и защищаться в гораздо лучшей степени, чем происходит сейчас. То есть она не сгорит во время пожара, какого-нибудь наводнения, карточка, личные данные человека не попадут к третьему лицу за определенную плату, потому что доступ к личной информации будет записываться, кто, когда, какое должностное лицо, на каком основании дает запрос. Это многоуровневая система защиты, физическая защита самих серверов, защита от взлома, от хакеров. То есть это многоуровневая защита, будет использоваться стойки криптошифрования данных. Можно сделать так, чтобы только несколько лиц, которые соберутся вместе, там, допустим, депутаты парламента, смогут запросить те или иные данные. То есть широкий простор для настройки этой системы под актуальные нужды нашего государства при максимально высоком уровне защиты и безопасности. Ну, я хотел бы несколько слов сказать о внедрении вот этой системы. Она, конечно, сложная, непростая, непривычная, но, мне кажется, она абсолютно реалистическая. Я смотрю на разные модули этой системы, и, честно говоря, я не вижу никаких проблем при ее внедрении, применении вот к жизни, за исключением времени. Аспект образования, аспект технического решения, аспект законодательной подготовки и так называемой вот имплементации, когда мы должны преодолеть небольшое психологическое сопротивление общества. Все это вопросы абсолютно решаемые. Я не вижу вот здесь ни одного элемента, который вот при нашем состоянии общества, при наших ресурсах нельзя было осуществить в течение 1-2 лет. Вот такое мое впечатление. Это план на 2 года. Спасибо. Я хотел бы сказать о самом главном. Да, в нашем диалоге сегодня совпали, наверное, два основных направления, которые мы пытаемся сегодня предоставить нашему обществу. Это пример, когда вот гражданская инициатива, когда вот личная инициатива предпринимателя Тимура Заркова и ребят, когда они на энтузиазме, на самом деле, имея информацию, получив его, так сказать, ездя по всему миру, они поняли, что вот эта система и поможет Абхазии, так сказать, ее внедрение поможет Абхазии создать такой фундамент для рывка и для экономического рывка. И с другой, второй аспект, о котором я тоже хотел сказать, это здесь сегодня в основном представляют именно средний класс предпринимателей, который также для развития ищет
новые формы воплощения, новые возможности для реализации. И сегодняшний пример – это пример вот такой инициативы и среднего класса предпринимателей, и гражданского общества. И я думаю, эта инициатива будет поддержана властью. Спасибо.